Привет, дорогие друзья! Лето – это время перемен. И сегодня наш выпуск «Испытано на себе» будет вновь посвящен теме красоты. И сегодня я в рамках этого проекта познакомлюсь с такой интересной профессией, как брейдер. Знакомьтесь, рядом со мной находится дипломированный брейдер. Расскажите, пожалуйста, что за интересная профессия, где обучались и с чего вдруг стали заниматься этим? Обучалась я в Сочи, онлайн-курсы были. Получила диплом топ-брейдера. Брейдер – это, простыми словами, мастер афроплетения, скажем так. Работаю я только на искусственном материале, с натуральным волосом не работаю. Технологии дошли до того, что уже искусственный материал, по идее, как бы вытесняет натуральный. Натуральный, да. Ну вот обо всем давайте тогда поговорим уже на примере. Да? Вот перед нами огромное количество волос. Да? Значит, первым делом, когда приходит к вам желающий приобрести новую прическу, да, на что нужно обращать внимание? Во-первых, я смотрю на сами волосы клиента. То есть, если волос жиденький, не длинный, то, соответственно, я предлагаю все-таки сделать кудри. Если волосы достаточно длинные и густые, и они хотят нарастить длину и густоту добавить, то это вот можно вот такие волосы использовать. Потрогайте их на ощупь. Они не отличаются от натуральных волос. Ну да, они прям мягенькие такие, да? Ну, не как леска, да, условно? Не как леска. Они со временем становятся немножко, как леска, да, но, опять же, мы проходим утюжком, там, при определенной температуре, все это я рассказываю клиентам, и они становятся как новые. Марин, то есть вот получается основная идея, да, когда приходит человек к вам, это видоизмениться или все-таки вот прибавить густоту, или это все вместе? Это все вместе в совокупности. Да? То есть, допустим, я всю жизнь хожу с прямыми волосами и решила стать кудрявой. Уникальная возможность попробовать себя с кудряшками, при этом время носки? 2 месяца. 2 месяца. 2 месяца походить кудрявой, а вдруг понравится, приходишь и делаешь дальше. А через 2 месяца захотела быть с прямыми волосами, но с шикарной шевелюрой. Пришла, добавила себе волос, густоты добавила, и вновь у тебя совершенно другой образ, да? Марина, и вот такой вопрос. Если вдруг всю жизнь ты брюнетка, но прям мечтаешь стать блондинкой, это часто бывает у многих женщин, возможно ли тут? Или все равно волосы подбираются только под тон своих волос? Нет. То есть зачастую ко мне приезжают, в основном даже с районов, даже издалека, с Белой горы, с Анабаров приезжают. И всегда говорят, когда в кресло садятся, то есть получаем конечный результат, и они всегда говорят, как я мечтала быть кудрявой и длинноволосой с самого детства. То есть почти от каждого клиента я слышу об этом, что они всегда мечтали быть кудрявыми и длинноволосыми. Да, то есть такое возможно? Такое возможно, изменить цвет, да. То есть любой? Заметно не будет, вот, допустим, черные корни, и тут сразу белые пошли? Ну, будет плавный переход, то есть мы же плетем на косички, это полностью безопасное наращивание, переход очень красиво получается. Ага. Соответственно, следующий вопрос, значит, мы приходим, потратили время, да, определенное, поменяли прическу, 2 месяца мы ходим, шикарно все, а потом снимать самостоятельно можно снять эту работу? Лучше пускай снимает мастер. То есть мастер знает, как это снимать правильно, и потеря волос все-таки не такая сильная, когда человек может там лишнее обрезать себе еще что-то, то есть длину укоротит, пока ниточку обрезает, либо еще что-то. То есть я все-таки советую приходить к мастеру. Еще один миф или реальность узнаем сейчас, да, по поводу вот во время носки. Сложно мыть, сложно сушить, свои волосы там тоже не дышат, корни не растут, и вот зачем все это якобы надо? Вот про это давайте поговорим. Так, даже могу сейчас показать, продемонстрировать на себе, что все мои корни видно, то есть все у меня дышит, прекрасно моется голова. Единственное, что моем голову раз в 10 дней, в 10, в 14 дней, У кого прямо голова, допустим, кожа головы жирная, то можно раз в неделю мыть. То есть раз в неделю помыла, через какой-то период, через 10 дней можно повторить процедуру, то есть часто тоже не стоит мыть. А расчесывать такую красоту можно? Вот эту красоту можно расчесывать. Допустим, если брать такие кудри, они не расчесываются. Расчесывается у нас эта сторона. Волнистая, да? Волнистая, да. То есть волнистые расчесываются, кудряшки Кудряшки нет, все обрабатывается только руками. Водичка, хорошо. Ножницы и руки. Вот так, водичка, ножницы и ручки. То есть что-то запуталось, нужно
Подрезать, отрезать? Там появляется паутинка, Мгм. вы ее берете, убираете с волосиков и обстригаете ножницами. Ага. А если говорить про тренды, да, вот эти цветные волосы, ну, очень много ребятишек, особенно на курортах, да, морских, вот бегают с такими волосиками, яркие, красивые, да. Сегодня это тоже популярно? Очень популярно. Очень популярно. Разные прически мы заплетаем. Есть у нас каниколон, низкотемпературный каниколон, есть высокотемпературный каниколон. А что это значит? Это значит, то есть вот этот каниколон, его нельзя пользоваться утюжком. Мгм. Вот этот можно выпрямлять. То есть сейчас он воздушный, видите, такой, да, когда мы утюжком его выпрямляем, он становится гладкий и блестящий. Мгм. А время носки таких каниколонов у детишек это сколько плюс-минус? Ну, от 3 дней до месяца. До скажем месяца, так. да. Да, смотря какая прическа. Ага. Ну, это вот модные такие, да, дреды, да? Брейды. 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 Это брейды. Брейды по голове, здесь можно хвостик сделать, то есть это очень красиво. Красиво, да. Да. Вот у нас пошли уже с национальным колоритом, да? Да. Это уже у кого нет, Этнокос. да, красивой косы, можно уже вот такую имитацию сделать, Да, да? это вот на эстех в основном. как бы Классный, да. можно было одевать. Да, многоразовый кос. Очень Мгм. удобно иметь такие. Ну и вот вроде бы мы основные такие вопросы обсудили, но сейчас на уже практике покажем, как все-таки происходит сама техника, потому что это очень интересный процесс, трудоемкий, кропотливый, который требует достаточно много времени. И вот в ходе беседы, уже в ходе практических занятий мы еще побольше узнаем, чем же живет профессия такая, как брейдер. Испытано на себе. Итак, познакомьтесь, рядом с нами находится наша модель Елена. Елена сегодня будет менять свою прическу, да, на какую-то новую. Но вот и сейчас у нас Марина развешивает прядки, да? Дредолоконы это Это называется. Дредолоконы. дредолоконы. Вот. Дредокудри, дредолоконы, это так называется. Да, то есть пополняем еще наш словарный запас, да? Собственно, вот такой у вас есть атрибут, да, это подставочка. Стойка. Да, толщина вот этих локонов, это вы на глаз делаете? Это я уже делаю на глаз. Ага. Я уже 4-й год занимаюсь этим, поэтому я уже делаю на глаз. И, то есть, вот, дредолоконы, это у нас на середине прядки изготавливается дредина. То есть мы ее подготавливаем и потом начинаем точечно вплетать волосы. Точечно это не на каркас. Дрединка у нас изготавливается для того, чтобы волосы крепче держались точнее вот эти вот прядки держались на голове все 2 месяца и никуда не сползали, то есть вот и был объем, скажем так. На каркас я не плету, считаю, что это очень неудобно и некомфортно, потому что вся кожа головы, можно сказать, перекрывается прядками, то есть получается вот такая львиная грива. Да. Это очень не нравится многим. И срок носки, я думаю, при каркасе не думаю, а даже люди, вот мне вот клиенты говорили, что где-то они наращивали 2 месяца, месяц край. То есть, а с этим наращиванием мы все-таки ходим 2 месяца. Вот, кстати говоря, коли уж проект называется «Испытано на себе», почему эту тему затронули? Потому что у меня был опыт таких кудряшек, хотела стать блондинкой, пришла, значит, сделали вот такие на мне дреды, да, и в них потом по локону вплетали. Достаточно болезненная процедура была тогда, потому что вот это все очень туго нужно было затянуть на себе, и потом еще в эту тугую косичку еще Вдеть через крючок. еще Сами прядку. локоны, да. И, конечно, шевелюра была вот такая шикарная первое время, чтобы даже эффект подтяжки лица произошел у меня в какой-то момент. Но, честно говоря, конечно, получился эффект того, что я стала кудрявой блондинкой, но вы говорите, что это уже немножечко старый век, да? Ну да, этим сейчас уже мало кто занимается. Это очень некомфортно, потому что люди делают и не возвращаются после этого. Поэтому мы сегодня будем делать другой вариант. Точечно. Будем заплетать точечно. То есть каждая прядка у нас будет заплетаться отдельно. Там мы уже увидели готовые пряди, которые подготовила Марина заранее, заблаговременно, да? Ну а в целом вот приходят волосы вот в таком мешочке, да? Да, в такой сеточке. То есть Сеточки. это для того, чтобы они не путались. Вес комплекта идет 300 грамм. То есть на голову надо 300 грамм. Это Больше. максимально. Ну, плюс можно еще грамм 50 сделать. Ну,
Это если волосы густые. То есть вы еще граммовку высчитываете здесь обязательно, да? Обязательно. Интересно, то есть кто бы подумал, волосы, я даже... А сколько у человека вообще грамм волос-то своих на голове? У всех по-разному. Да, Да, ну да, у всех кого побольше, у по-разному. кого Да. поменьше, да? То есть мы подготавливаем их. Мгм. Материал это все искусственный, и разницы в них нет, они все примерно плюс-минус одного. Или есть какой-то премиальный, есть где-то пониже класса? Нет, они все хорошие. Так, берем пару прядок, разделяем их, чтобы они были пышными. Кладем на станок на середину. А вы, значит, зажимаете. Да, зажимаем здесь прядь. Так, нам нужны 2 расчесочки. Берите. Мгм, так. Натягиваем прядку, но не сильно, потому что если мы натянем ее сильно, она будет тянуться сюда. Мгм. Так, И вот примерно где-то вот отсюда, с этого, начинаем. Это как начес. Да, делаем небольшой начес. Мгм. Пробуйте. Так, где-то отсюда и небольшой начес. Несколько раз, да? Да. И тем самым мы подтягиваем прядку вот к основанию сюда. Ой, вы знаете, это какой-то момент еще антистресса у вас работа. Понимаете, обычно вот этого всего избегаешь, да, когда с натуральными волосами, ты же побаиваешься все это вот сломать, начесать, да. А Да. здесь, в принципе, понимаешь, что это Здесь все легко. не твои настоящие волосы, можно и вот такие вещи поделать. Так, мы туда вот, получается, забиваем, Подначесали. да? Да, забиваем. Делаем плотный дред. Плотный начес, скажем так. Мгм, туда, Дредину туда. сейчас будем делать. Ну, мамочки, ну, у меня, конечно, не так идеально, как у вас, но все же. В общем, Нормально. У вас тоже все получилось. да. А вот Да. туда вот у меня тут что-то пробелы какие-то. Ничего. Так, все. Теперь мы немножко приспускаем прядку сюда, чтобы нам было удобнее работать крючком. Теперь берем все эти волосы, как бы подкручиваем по прядке. Это мы должны уплотнить как бы. Уплотнить, да, и тем самым убрать вот этот вот начес. То есть вот такими движениями. Ой, а это как называется? Это называется крючок. Крючок. Мгм. Так, очень интересно, конечно, здесь. Не каждый день встретишь такого мастера, и не каждый день можно встретить где-то подобные инструменты. То есть вы вот так прокручиваете. Да, мы и- прокручиваем, обматываем вот эти все торчащие волоски вокруг дредины, будущей, скажем так. И вот так. И тем самым забиваем, то есть вот эти все торчащие волоски вовнутрь вот этой прядки. Это вот дредолоконы у нас такие косички, ну, такой дредину такую мы делаем, такое наращивание точечное, а вот афронаращивание, то есть это на микрокосы, то есть вот эти вот волнистый материал, он плетется на микрокосички, как я опять же сказала. Тоже очень комфортно в носке. И так 50 штук. Очень, очень кропотливая работа. 50 таких штучек вот так вот вручную нужно подготовить перед тем, как клиент... Самое сложное это вот так вот скатывать. Да? Скатывать, да, потому что напрягаются вот эти все руки, вот эти места, руки. То есть фитнес у вас, да? Ай, Ежедневный. Ежедневный фитнес. Так, ну как будто бы так. попробуйте, намочите ручку. Так. Мгм. И И теперь... попробуйте вот так скатать. Скатываем такими движениями. То есть пока наш дред не превратится в гладкий. Вот это да. Смотрите, почти гладкий. Да, почти. И Можно это чуть- уже не распутать, назад это пути уже не нет. распутать. Назад Да. пути нет. Тем всё. самым, вот для чего мы его делаем, чтобы наши прядки при носке не выскальзывали. А, все, то есть не теперь, если мы вычеркивались. захотим даже ее отсюда вытянуть, Да, она она отсюда не не выйдет. вытянется. Потому что вот здесь все уже... все скатано, задредено. В принципе, дред готов. А у нас еще один герой нашего выпуска. Знакомьтесь, Матильда. Дама симпатичная, с шикарными волосами, причем очень густыми, да. Но сегодня она у нас в качестве модели. Модели. А. Мы на ней покажем микрокосы, то есть наращивание на микрокосы. Афронаращивание, другими словами называется. Сейчас мы покажем, как это все плетется, заплетается. Ну да, хотя бы несколько, да? Да, хотя бы несколько косичек, чтобы люди понимали, как это все крепится к волосам. И
Почему сегодня многие люди выбирают такую технику? Потому что это Почему её безопасно для волос. Безопасно. В первую очередь. Во вторую очередь это делается искусственным материалом, то есть не натуральным. Была у меня такая клиентка, которая рассказывала, что, говорит, купила себе накладку из натуральных волос, и в тот же день поняла, что зачем я это сделала, они же натуральные, они же чьи-то, то есть начала себе накручивать вот это Ну все. да, кстати, у многих же ведь волосы это что-то такое сокровенное, что-то такое вот, ну то, что не должно быть у кого-то, да, собственно, даже когда подстригаются, зачастую в парикмахерских просто забирают Да, волосы с некоторые, собой, да? То есть отделяем небольшой участок волос, Вот такие тоненькие прядки надо брать. ну, даже еще тоньше, да, примерно где-то вот так. Это опять же зависит от структуры волос и густоты волос клиента. Если у нее густые волосы, достаточно взять вот такую прядку. Если волосы тоненькие, то, соответственно, сама косичка тоже идет тоненькая. То есть из-за этой тонкой прядки еще и косичку надо сделать? Мы сейчас будем на эту прядку наращивать другую косичку, заплетать искусственный волос, скажем так. Знаете, я вот, например, ребенку своему даже простые-то косички с трудом заплетала в детстве. У кого-то ведь вообще на это нет терпения, нет фантазии, не работает моторика. Моторика, да? Итак, Марина, вы обхватываете прядку. Ну, Начинаю плести, да. Материал очень скользкий, поэтому руки всегда в напряжении. Расслабить их невозможно, потому что прядка сползет. ну, здесь классическая косичка. Классическая, только она внутренняя, так скажем. И вы плетете не на себя, не на себя, а от вовнутрь, себя. от себя, да. Интересно. И то есть вот там всего одна прядка была человеческая, натуральная, да? Да, вот она, даже видно ее. Мгм. И две у нас идут уже искусственные. Да. Мы добавляем в одну из прядок свой волос, видите, как видите. И теперь фиксируем все это. Делаем 3 оборота. И чтобы зафиксировать нам эту прядку, нам нужно это все припаять немножко утюжком. То есть вот такого расстояния достаточно, да? Да, этого достаточно. И утюжком все. Припаиваем. Видите, искусственная прядка припаялась, тем самым она никуда не денется. И все. И вот он эффект. Вот он эффект. И так делается 3-4 ряда, где-то 5 даже рядов делаем. Как вот так? Да, просто вот разделяем. То есть не все волосы, да? Не все волосы. То есть здесь-то пропускаем натуральные Нет, волосы. мы ряд целиком делаем, потом А. пропускаем какой-то еще ряд из своих Своих волос, волос. потом делаем опять же ряд из косичек. Вон оно что. И вот этот вариант, вы говорите, максимально безопасный, да? Это очень безопасно. Даже детям можно делать цветные прядки, вот в основном тоже спросом пользуются. Кто-то не хочет детям красить волосы. Мелирование делать. Да, мелирование, либо фиолетовые прядки, либо розовые. Приходят и делают из каниколона. Мы наращиваем такие прядочки. То есть вот так ряд, потом пропускаем ряд. Вся голова не будет в напряжении Нет, стянута. макушка у нас остается из своих волос. Тем самым она будет прикрывать все наращивание. Марина, а вот если говорить все-таки про наращивание, которое вот классическое, там где капсула, вот делают, вот девушки тратят огромную сумму денег, да, на это что-то похожее или это совершенно другая Это история? совершенно другое. Как видите, здесь нету никакого клея, никакого кератина. Мы припаиваем только вот эту же прядочку искусственных волос. Все, полностью безопасно. Те волосы, которые у нас должны были выпасть за все время носки со своей головы, они все остаются в этой косичке. То есть мы опять же аккуратненько, когда снимаем, вычесываем, и все. У меня есть прямо клиенты, которые приходят, отношивают 2 месяца, мы их снимаем волосы, ну вот эти вот старые, моем голову и наращиваем по новой. Примерно есть какое-то количество максимально вот этих рядов или это все индивидуально? Это все индивидуально, но в основном 3-4 ряда. Индивидуально делается, если ко мне пришла девушка вот с такой длиной, с короткой каре прямо вообще под затылок, то, соответственно, там рядов бывает и 5, и 6. Ну, получается, можно и из каре получить вот такую Да, шевелюру? да, я так могу. Ничего себе, вы представляете? То есть пришла с каре, брюнеткой, а уходишь Брюнетка и только длинноволосой. длинноволосой брюнеткой. И такой вариант. Внимание, обратите на то, что эта техника называется у нас
Афронаращивание, либо же наращивание на микрокосы. Безопасное наращивание, три вида, ну вот названия, как Вот сказать, так. этого наращивания. Берем на заметку, ну а мы переходим уже непосредственно к нашей модели, где мы будем показывать уже совершенно другую технику. Надеюсь, разница будет понятна и очевидна вам, дорогие телезрители. Испытано на себе. Итак, обратите внимание на то, что сегодня нам очень повезло, потому что модель у нас, видите, как с креативной такой прической, и половина волос сбрита. Соответственно, здесь сколько рядов нужно будет сделать? Не так много, как должно быть. Рядов не могу сказать, я ориентируюсь все-таки на прядки. Я сделала 40 прядок на ее голову. Потому что знаете, сколько надо. Потому что, да, примерно я уже знаю. На всю голову уходит 50 прядок. 50, там 52, у кого-то 48. Все индивидуально. Мы разделяем ряд. Всегда начинается все с затылка, да? Все начинается, да. Мне так удобно. Вот сейчас очень интересно просто понять, как это все начинается, потому что в городе видишь прекрасных дам с шикарной шевелюрой, да, и думаешь, а как у них все здесь все закрепилось, как все держится. Вот это самое интересное. Это самое интересное, да. Людей это тоже интересует, чтобы они вот как раз увидели, как это все крепится. Ну, необходимо отметить то, что, конечно, очень много существует, да, таких спорных моментов. Многие побаиваются, да, вообще делать искусственное наращивание, потому что думают, что это все вот очень травмирует свои волосы. Но, как заверяет мастер, Нет, не травмирует. Это все только миф. Да, все безопасно. Приходят даже некоторые с небольшим количеством волос. Истории разные, то есть гормонально, соответственно, у девушки выпадают волосы. Она пришла ко мне, заплелась. Два месяца я ее не видела. Месяца через 3 месяца, получается, она отдохнула. Через 3 месяца она ко мне пришла, у нее волосы гораздо погустели. То есть еще и лучше стали. Еще лучше стали. Вот наша дредина, которую мы тогда накрутили, да? Начесали. Начесали. Зафиксируем ее здесь и начинаем заплетать. Опять же, тут 2 прядки родные. Мы заплетаем полувосьмеркой. То есть полувосьмерка это вот такой вот способ у нас. То есть, по идее, только из своих волос оплетаем вот эту дредину. То есть вот тот пучочек, тот колтун, который мы специально искусственно сделали, Да. мы его своими волосиками оплетаем. И тогда вот этого колтуна практически не видно, он такой становится гладенький, да? Да, но все делают по-разному дредины. То есть у меня свой авторский курс, свой авторский подход. То есть я делаю дредину так, чтобы ее было не видно, чтобы не было заметно. Тем самым это у нас получается полностью как свои волосы. То есть у нас здесь дредина не идет, то есть не выходит за пределы, скажем так, И смотрите, вуаля, потом ниточка все-таки. Ниточкой фиксируем, обязательно фиксируем ниточкой. Потому что здесь мы ничего не можем утюжком-то запечатать. Нет. И вот так вот веревочками, ниточками все это дело связано. Да. Вот так, дорогие друзья. Вот теперь понятно, почему это реально очень редкая профессия, потому что вот так вот ниточка за ниточкой, прядка за прядкой будет. Да, и выходит по времени у нас часа 4. То есть Смотрите. 3-4 часа. А мне уже красиво даже так, смотрите, вот тут вот гладенько, а здесь такая косичка. Да. Классно. То есть когда мы ее распускаем, то есть, соответственно, у нас это происходит вот так вот красиво. И вот за счет вот этого появляется объем. Да. То есть нету вот этого мега объема, скажем так, объема львицы. Он очень даже смотрится натурально. Это очень главное для некоторых девушек, чтобы смотрелось натурально, как свои волосы. Хотите, Даша, попробовать? Давайте попробую. Конечно, я поняла, что эта история не моя. Я бы так никогда бы на это не потратила бы столько времени, терпения и сил, но попробовать обязана. Итак, дредину взяли. Фиксируйте ее вот здесь, вот так. Вот так. На верхнем слое, да? Так, теперь вот эти 2 родные прядки берем. Так, это... Правая прядка у нас уходит под низ левой. Левую сверху кладем. Кладем. И левая, держите. Идет у нас под низ вот это. Вот это. Нет, не так, вот а вот так.
Так, подождите, это надо, короче, начать, а потом, Да, кажется, мозг да, сам да, поймет, что делать, да? Так, Теперь правую прядочку мы перекладываем сюда. Левой мы перекидываем ее вот сюда, снизу. Сюда, вот так вот. Ага, теперь вводим левую сюда. Ну это же все держать надо. Подождите, смотрите, видите, я просто начала с одной прядкой работать, та уже убежала куда-то. Так, потом мы это Натягиваем, вот, перекидываем через вот эту прядку. через да. вот эту прядку, И вот сразу ее закидываем вот сюда. потом ее перекидываем вот сюда, Да. и потом вот это сюда подниз, Да. Ну то есть плетем полувосьмерку. полувосьмерку. Теперь Всё левую, сюда. опять правую налево. Так вот, мамочки, у меня уже пальцы как-то стали потряхивать немножечко. Так. Вот, уже по сути поняла. Да, техника понятна, но, честное слово, пальцы вообще меня не слушают, они как-то живут своей жизнью отдельной. Я, кстати, еще могу заметить Ага. такой момент, что я даже на 2 сантиметра заплетаю волосы. То есть короткие, настолько То есть, короткие? да, то есть Вот так ёжик? если ко мне придут девушка вот с такой длиной, я могу даже на такую длину сделать. С ума сойти. 2 сантиметра и Да. приходишь с шевелюрой. Да, да. Так, ну все, отлично. И, конечно, не такая красота, как рядом, но похоже. Почти. А как вот эти-то коротыши дальше? Я даже Ну, это вот представить надо не могу. проплетать так. А как? Я даже, вот смотрите, у меня все, волосы закончились. У вас Куда и их? прядка уже сюда убежала, то есть, да. О, всё. Уже натянули. Ну, я не буду дальше мучить нашу героиню. Я оставлю это дело за мастером, потому что все-таки качество превыше всего. Как сказал наш мастер Марина, сегодня подобное наращивание очень важно для некоторых девушек, которые действительно нуждаются в этом. Это девушки, которые прошли химиотерапию. Действительно, для них это уникальная возможность приобрести прическу своей мечты. Ну и, как уже сказал мастер, как минимум нужно 2 сантиметра длины своих волос. И вот уже тогда потом золотые руки мастера могут исполнить ту самую мечту – иметь красивую прическу. А еще подобная прическа – это, конечно, жизненная необходимость для тех девушек, у которых, ну, от природы действительно мало волос, густоты нет, да, то есть вот совсем жиденькие. И здесь, конечно, это уже не про ту самую красоту, да, это все-таки про необходимость, которая, ну, нужна каждой девушке для того, чтобы быть уверенной, красивой, ну и для того, чтобы все-таки радовать окружающих в том числе. Поэтому обратите внимание на это, если вдруг у вас есть подобные проблемы, я думаю, что нужно просто один раз взять и попробовать, а там уже сделайте свои выводы. Испытано на себе. Марин, ну вот так вот стоять и плести часами, да, потом как с руками, руки, наверное, устают все-таки? Поначалу руки болели, да, устают вот эти места, устают ноги, спина. Ну, я делаю йогу, поэтому не так сильно, скажем, все это болит у меня есть уже. у вас, Я уже привыкла. Да. К физической нагрузке привыкли, да? Да. Ну, а вот максимальное количество, вы говорите, это 4 часа, да? 4 часа, да. В основном это, опять же, зависит от длины волос клиента. Вот в среднем вот такая длина у нас выйдет, ну, 2,5 часа. То есть за счет того, что мы не заплетаем виски и затылок, где-то 2-2,5 часа по времени, ориентировочно. Марина, а вот у вас очень интересная прическа, да, и мы видим там аж несколько видов плетения, наращивания или что это? Вот расскажите немножко про свой вариант. На самом деле плетение один в один такое же, как и у Елены мы делаем, полувосьмеркой заплетаем. Комплект у меня называется ДЕ косы со свободным концом. Самый классный комплект, который, я считаю, можно носить летом. С ним не жарко, то есть его можно расчесывать. Он очень удобный. То есть вот она, вот то, что мы сейчас делаем в нашей модели Елене, это выглядит вот так, вот это полувосьмерка, вот она, да? Угу. Ваши волосы, вот они, мы видим ее длину, а здесь пошла уже косичка из искусственных волос. Да, вторая косичка вот. А, это вот, то есть, вот эта длина, которая вот здесь, да, одна ее заплели в косичку. Нижнюю часть мы заплетаем, верхнюю мы прикрываем. Эти комплекты, они многоразовые, то есть их можно заплетать несколько раз. Вот гляньте. И объема волос очень много. Да? Да. Прям Да. шикарная прическа.
И вот вы говорите, ее носим до 2 месяцев 2 спокойненько, да? месяца. Потом снимаем, обрабатываем, и можно вплетать повторно этот же комплект. То есть Этот комплект? Этот же комплект, да. А, это очень многоразовый. удобно. Это многоразовый, да. И еще очень выгодно тогда выходит. Выгодно, Каждый раз покупать да, его не да. надо. Также и дредолоконы, по идее, их также можно носить. Аккуратненько носишь, снимаешь и вплетаешь повторно. Но потом они уже, получается, у нас не локонами, не вот такими воздушными, а превращаются в дредокудри. То есть они скатываются у нас, и получается вот такая задреденная кудряшка, но она тоже при этом смотрится красиво. Не знаю, как вам, но мне нахождение вот среди такого количества волос приятно. Вот, да, даже просто пройти и потрогать вот на ощупь. Ну, соприкоснуться с такой красотой, потому что, ну, всегда, каждая из нас, из девушек, да, всегда мечтала о потрясающих, длинных, красивых волосах. А здесь они все такие ухоженные, разных цветов, окраса. Здесь и амбре, и мелирование, и все, что хочешь. И сразу захотелось поменять свой образ. И вот я уже стою и задумываюсь, а может быть прийти к Марине, да, изменить свой лук на пару месяцев, да. Ну и, конечно, я не знаю, для меня это очень красиво, для меня это очень необычно, ну и для меня это, конечно, такая некая возможность как-то все-таки преобразить себя, ведь мы всегда в поисках чего-то нового. Окрашиваем волосы, меняем стрижки, а почему бы и не использовать вот такое интересное наращивание. Тоже вариант для разнообразия. Ну и как у любой девушки есть какие-то шкатулки здесь тоже, да. Обратите внимание, вот это все не бижутерия, это не браслеты, не цепочки, это все украшения, которые можно будет вплести в прическу. Особенно популярно это у детишек, да, потому что вот такие яркие, красивые могут быть у вас косы, а вот именно к этим косам потом добавить цветочек, птичку, бабочку, ну и тогда точно будешь неотразимой. Марина, а еще такой вопрос, да, можно ли окрашивать эти волосы? Эти волосы не окрашиваются. Те девушки, которые делают наращивание на микрокосы, соответственно, ну, у некоторых есть седина, то есть как они избавляются от этого. То есть вот эту макушку, которую мы прикрываем волосы, ее можно окрашивать, либо же продаются шампуни оттеночные, которыми можно закрасить седину. Но это свои волосы, да? Да. То есть, допустим, ну, 2 месяца, а я, допустим, каждый месяц седину закрашиваю. То есть свои волосы окрасить можно, а вот искусственный волос, уже он не не окрашивается, да. у каждого мастера есть, наверное, какая-то работа, которая как-то вот в памяти осталась надолго. Да, запоминается. Может быть, вот это необычное или самое кропотливое, а может быть, наоборот, что-то совершенно простое или первое, которое было немножечко неказистое, может быть. Самая кропотливая, скажем так, работа, это все-таки вот женщинам, которые приходят с 2 сантиметрами длины волос. Ну, то есть это ежик практически. Это практически ежик, да. Угу. На эту длину очень сложно нарастить, но тем не менее я это умею. Вот так. У меня это хорошо 2 получается. сантиметра, а еще с 2 сантиметров нужно сплести косичку. Как-то сплести нужно, да. Очень. Но опять же, это все про то, что ничего невозможного не бывает, Да. в принципе, да, и технологии не стоят на месте. Но, опять же, технологии технологиями, а самое главное – это ручной труд. Был такой момент на обучении, то есть нам показывали, на какую длину не подходит афронаращивание, то есть мелкие косички. Там была указана длина, такая вот коротенькая, под каре. Я говорю, это как это не подходит? И взяла им видео, скинула своей работы, то есть где я делала как раз-таки на вот такую коротенькую стрижку афронаращивание. И, то есть они удивились. Они сами, вот те мастера, которые меня обучают, они удивились, насколько я смогла это сделать, и похвалили, соответственно, меня. Вот. То есть каре – это еще длина, так сказать, легкая. Да, это легкая, да. То есть а вот 2 сантиметра не каждый может. Да. Не каждый, в том-то и дело, да. Тем временем у нашей модели уже появляется, который ряд вы уже сделали? Третий. 3-й ряд. И получается затылочная часть уже практически завершена, да? И мы видим уже результат. Обратите внимание, какой объем. Ну и как уже сказала Марина, верхушку мы все равно оставим
свою, да? Нет. Тоже будет Здесь видео? у нас полностью заплетается. То есть вот как у вас, чтобы видно было, да, корни? Да, дредолоконы у нас заплетаются по всей голове. Ага. А вот микрокосы, безопасное наращивание, автонаращивание, это все одно и то же наращивание. Который вот мы делали на Матильде. Да, которое мы делали на Матильде. Там оно верхушка? заплетается рядами, то есть там, да, там макушкой прикрывается вся эта прическа, то есть, ну, макушка прикрывается. Марина, а вот это что за красота? Что за набор, комплект из косичек? Это комплект DE кос, то есть он также многоразовый, его можно заплетать несколько раз. Заплетается он также на волосы таким же способом, полувосьмеркой, как сейчас мы заплетаем Елену. Угу. То есть вся голова будет Вся не будет. вот с локонами кудрявыми, а будет вся А, голова с косичками. Да, совершенно верно. Это вот одно время было очень модно, да, афрокосички, Да. все ходили с афрокосичками, но на свои волосы заплетать-то... Это очень долго, если делать классические афрокосы, да, как это делалось вот раньше, да, то есть до того, как мы узнали, как делать эти комплекты, это в принципе не так давно все это появилось, вот. И это делается намного по времени быстрее, то есть и опять же выгоднее в том плане, что платишь один раз за комплект и потом вплетаешь его 2-3 раза. Точно. Вот оказывается, я сейчас решила немножечко вот примерить, как бы я выглядела с афрокосичками, и я поняла, что у меня никогда не было афрокосичек. Ну, как-то казалось, что это все больше по подростковую тему, да, вот не было у меня, видимо, возможности или чего. А смотрите, неплохо смотрится, ну вот это вот прикроем. Мне очень даже нравится. Необычно. Так, кажется, я точно скоро сменю образ и буду вести эфиры уже с косичками. Вот такой комплект, многоразовый, вплели, сняли, да, и опять. Да, Очень обработали. удобно. Красиво. И расцветка, да, такая прикольная. Очень Здесь и классно. белая, и Да. серенькая, и седая, все вместе. Натуральная, Да? не яркая. Вот, Да, допустим, да, да, есть да. у нас такие же косички, только они вот яркие идут. Вот такие вот. А. Тоже супер. Вот тоже яркий. Ну, здесь бы я, наверное, вообще была, произвела фурор, если бы с такой вот шевелюрой, да, по городу. Но это, наверное, можно некоторые, да, прядки внести Да, поярче. можно добавить. Да, тоже интересно. Ну, а я продолжаю экспериментировать, и вот посмотрите, как бы я выглядела, если бы у меня были вот такие шикарные длинные волосы. Красота, ляпота. Ну, правда, хотя бы просто примерить эту длину, эту густоту, это уже такое некое волшебство. Думаешь, неужели могло быть и так? Свои такие, конечно, не вырастешь, а вот попробовать и примерить тут есть возможность. Буквально каких-то 2-2,5 часа, и обратите внимание, наша модель Елена готова. Шикарные, красивые, вьющиеся длинные волосы. Что может быть прекрасней? И на это все, конечно, ушло время, терпение, руки мастера. Ну и в целом мы добились вау-эффекта. Вуаля, и уже совершенно другой образ. Просто собрали пучочек сюда с резиночкой. Все, и уже другой эффект. Ну, а красота волос говорит сама за себя. Это один вариант. Еще что можно? И еще один вариант прически – это высокий хвост. Огромный плюс, видите, как это экономия времени, да, потому что утром встал, не надо сушить феном, не надо придумывать, как уложить, какие использовать резиночки, заколочки. Все, Проснулся пожалуйста. и красивый. Да, сразу. Очень идешь. экономит время. Очень. Сейчас мы посмотрим, что было бы, если бы вдруг я захотела стать блондиночкой. Очень классно. Да, кстати, необычно, Вообще. как кукла Барби, да? как Куколка будто? вообще, да, Вот супер. представляете, вот так вуаля, и есть возможность походить блондинкой. При этом свои волосы останутся Неповрежденный. неповрежденными. Вот так бы я была блондинкой. Еще сейчас посмотрим, что было бы, если бы. Но это прям был блонд-блонд, да? Это прямо блонд. Ну, как не натуральный, до такого сложно добиться Добиться. результатов парикмахерской. Так, здесь я уже другая Барби была, да? Вот такая была. Ну, все идет. По лицу все к лицу. Вообще. Так. Ну и вот эти кучеряшки, конечно, это что-то такое забавное. Молодит, кстати говоря. Да. Кудри, если сделаешь, Да. как-то минус сколько-то лет. То, что мы заплетаем, при заплетении, оно, соответственно, натягиваются же волосы. Из-за этого происходит у нас лифтинг-эффект. Да, то есть еще и лицо Да. подтянется. Это вот под цвет прямо. Уже больше, да, такое. Ну, Так. Тоже ничего такая.
все идет. Да, вообще. Так интересно. Я все время думала, что вот парики, это как-то все не про меня, а вот сейчас думаешь, а почему бы и нет? Жизнь одна, нужно попробовать все. И вот такой вот вид наращивания. Ну, вот эти отличная кончики, они у нас альтернатива. будут внизу, поэтому мы на них внимания не обращаем. Они больше где-то Корневой там. смотрим. Да, больше корневой. Ну, кучерявой быть все-таки классно. Вот сидишь там, радуешься жизни. Какое-то беззаботное существование, какое-то хочется так сказать. Да. Вот это кудри, все такое как-то празднично, радостно. Классно. Вот чуть-чуть себя чувствуешь куклой даже в этот момент. Так, ну вот еще можем такой цвет. Так. Вот. Вообще другой эффект, да? Уже Да. совершенно другой. И здесь какой-то пепельный он, да, как будто бы. Тут 3 цвета. Черный, золотистый, какой-то еще пепельный. Да, вообще другой эффект. Марина, спасибо большое за то, что дали нам возможность увидеть вас в работе. Ну и в целом, подведя итог, хочется отметить, что все-таки брейдерами не становятся просто так. Мало того, что нужно изучить технику, сюда нужно вложить душу. И вот Марина тот мастер, который болеет за каждый локон, за каждую кудряшку, ну и, конечно, потом еще и переживает, как будет носиться эта прическа, да, поэтому любовь к профессии здесь налицо. Еще раз спасибо, желаю вам творческого вдохновения и побольше благодарных клиентов. Спасибо, Даша. Спасибо, что пришли. Увидимся, до новых встреч, всего доброго.